Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В якутский филиал Госфонда «Защитники Отечества» поступает много обращений от участников спецоперации и членов их семей. Фонд призван помогать в решении многих вопросов, связанных с реабилитацией военных, с трудоустройством после демобилизации. С какими итогами завершает уходящий год якутский филиал Госфонда «Защитники Отечества». Гость студии Алексей Александров, руководитель якутского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Алексей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот с какого времени действует якутский филиал Госфонда «Защитники Отечества», ну и какую работу организует? Официальное открытие филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Якутии было 30 мая. Мы двери открыли с 1 июня, то есть с 1 июля уже начали принимать наших сограждан, участников специальной военной операции, членов их семей в нашем офисе в городе Якутске по адресу Аюнского, 41/1. Если сказать более подробно о нашем филиале, то на сегодня в целом институт социальных координаторов — это те люди, которые непосредственно ведут комплексное сопровождение ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, членов семей погибших, умерших, участников специальной военной операции, то численность составляет 44. Из них 21 социальный координатор у нас работает в 21 районе республики. 22 социальных координатора ведут деятельность в самом городе Якутске. Ну и кроме этого, прием в нашем филиале ведут вот непосредственно в городе Якутске. Это специалисты исполнительных органов государственной власти, да, непосредственно подведомственные учреждения Министерства труда и социального развития республики. Работает специалист Министерства здравоохранения, МСЭ. Соответственно, прием ведут специалисты многофункционального центра республики, ну и служба Государственного комитета занятости, в частности, по трудоустройству, по вопросам переобучения, повышения квалификации и так далее. А вот как у вас организовано взаимодействие, да, между военнослужащим, например, родственником и фондом? То есть люди выходят на соцкоординатора или соцкоординатор сам выходит на семью военнослужащего? Как вы взаимодействуете? Входных каналов очень много. У нас работает телефон 506-506, куда в рабочее время с 9 до 6 могут позвонить по любым вопросам, в том числе оперативно получить консультацию, да, короткая, если требуется. Если уже вопросы более сложные, требуют рассмотрения документов, непосредственно ведения разговора или прием уже каких узких специалистов, да, то, естественно, мы приглашаем в офис филиала, где уже социальный координатор встречает, принимает по всем вопросам. Спектр вопросов очень широк. В принципе, касается всех вопросов жизнедеятельности человека, да, ну и в первую очередь, естественно, это вопросы, связанные с участием в специальной военной операции. Ну вот здесь давайте поговорим подробнее, да, что касается вопросов от военнослужащих. Может быть, у вас уже выстроилась какая-то система организации помощи по тем или иным направлениям? Ну, здесь по уставу Государственного фонда «Защитники Отечества» основная деятельность фонда — это помощь, содействие, поддержка вот по тем вопросам, которые не решены на сегодня. На самом деле все вопросы решаются на уровне Министерства обороны, военных комиссариатов, да, и по мерам социальной поддержки на уровне управления социальной защиты населения, клиентских служб Социального фонда России. Но, к сожалению, ввиду определенных проблем, у каждого они индивидуальные, да, у кого-то не хватает документов, кому-то требуется дополнительная консультация, разъяснение или же восстановление уже утраченных документов. Вот таких вопросов очень много. То есть, если говорить о помощи, то в первую очередь у нас большинство обращений поступает по мерам социальной поддержки. Это более 2600 обращений уже за весь период работы, да, ну вот считайте за 7 месяцев работы.
Вторым по объему идут это вопросы денежных выплат, ну, касательно именно участия в специальной военной операции. Это выплаты, которые идут по линии Министерства обороны. Актуальными остаются на сегодня вопросы своевременной выдачи, да, военкоматам и получения удостоверений ветерана боевых действий. Ну и в силу специфики основной как бы, ну, специальной военной операции, уже демобилизованные ребята, у них есть высокая потребность прохождения реабилитации, как социальной, так и медицинской. То есть, соответственно, социальный координатор находится на постоянной связи со своими подопечными, и при поступлении каких-либо запросов, вопросов, обращений, то решаются эти вопросы во взаимодействии с другими органами исполнительной власти, учреждениями. Ну и здесь мы уже как бы ну, при необходимости пишем обращение как в сам военкомат, да, республики, так если вопросы более сложные, не находят решения на уровне военкоматов, то уже непосредственно идут обращения от нас с ходатайством, с просьбой о содействии в военную прокуратуру, прокуратуру республики, ну и так далее. Ну вот сколько времени в среднем уходит на отработку одного вопроса? Ну, здесь, опять же, наверное, надо отметить, что те вопросы, на самом деле, которые решаются и должны решаться на уровне тех организаций, которые, в принципе, уполномочены решать эти вопросы, они решаются, ну, вот по регламенту, да, довольно быстро. А к нам приходят с вопросами, которые, на самом деле, уже не решены. То есть они уже могли зависнуть? Да, они время, уже да? получили отказы, не нашли ответов на свои вопросы или запросы, да, соответственно, они уже приходят со сложными вопросами. Здесь иногда, ну, в большинстве случаев мы подключаем адвокатов. У нас есть соглашение с Адвокатской палатой Республики Саха-Якутия, то есть мы в рамках оказания бесплатной юридической помощи подключаем вот этот инструмент, и, соответственно, адвокаты уже ведут консультацию, направляют как наших социальных координаторов, так и наших подопечных вот, для решения данного вопроса. Ну вот сами бойцы и их родственники, они явно взаимодействуют в первую очередь с социальными координаторами. Вы сказали, что их более 40 сейчас, да, у нас на территории Якутии трудятся. Вот расскажите, что входит в обязанности такого координатора? Ожидается ли, может быть, набор в ближайшем будущем социальных координаторов? На старте, когда мы открывались, у нас штатная численность социальных координаторов было 30 единиц. Ну вот в ноябре мы получили дополнительные единицы в количестве 10 единиц, ну и, соответственно, вот в декабре 2 единицы. Здесь на сегодня мы ставим приоритет для районов, то есть в первую очередь нам необходимо закрыть все районы республики, чтобы в каждом муниципальном районе Улусе у нас был социальный координатор и непосредственно вел свою деятельность. Но по должностной инструкции, в принципе, за каждым социальным координатором закрепляется ветеран боевых действий, член семьи погибшего, умершего участника специальной военной операции. И практически 7/24 они, социальные координаторы, находятся на контакте со своими подопечными. Как я уже говорил, спектр вопросов очень широкий, поэтому здесь вот временные рамки нельзя как-то на сегодня пока завести это дело. И здесь большинство вопросов – это отработка с органами здравоохранения, да, в том числе на районном уровне, центральными районными больницами. Если требуется медицинская помощь, медицинская реабилитация, да, ну, как вы знаете, у нас по линии Министерства здравоохранения на сегодня так называемый «зеленый коридор», да, для участников специальной военной операции. Поэтому здесь особых проблем не видим. Мы в рамках нашей работы уже как бы регулируем эти вопросы, в том числе запись
очень востребован на сегодня для записи узким специалистам, врачам, да, где уже непосредственно более такая высококвалифицированная помощь требуется. Ну и сама по себе у нас реабилитация на сегодня проходит по линии Министерства труда и социального развития. Да, здесь ребят не только демобилизованных, а вот даже действующих военнослужащих, которые находятся в период своего отпуска, они имеют возможность пройти реабилитацию в черте города Якутска, ну и некоторые по желанию проходят в Бешчагда, в городе Москве. Ну вот с июня, да, уже есть определенный наработанный опыт Фонда защитники Отечества в Якутии. Вот что бы вы отметили, да, учитывая этот опыт вот, с июня месяца до конца года, ну и что, как планируете менять работу, может быть, совершенствовать ее уже в новом 2024 году? Ну, совершенству нет предела. Тем не менее, мы буквально, ну, новая организация, да, понимаем, что все у нас новое, то есть ожидаем новое программное обеспечение с нашего центрального аппарата из города Москва. Ждем этот программный продукт, который позволит уже более четко вести контроль за исполнением тех или иных вопросов. Ну и предполагается, что в будущем будет некая программа мобильная, да, по которой будет идти обратная реакция между подопечными и социальным координатором. То есть здесь уже, наверное, одно из основных ожидаемых ну, хороших таких продуктов, которые мы ждем в следующем году. Ну и, естественно, будем укреплять связи с нашими органами. У нас в республике работает единый координационный центр по поддержке участников специальной военной операции по республике Саха-Якутия. Возглавляет его Андрей Сандаминович Федотов, да, первый заместитель председателя правительства, постоянный представитель республики при президенте Российской Федерации. Мы здесь тоже очень в тесном контакте работаем. Непосредственно нашу работу в регионе координирует заместитель председателя правительства Степанов Георгий Михайлович. Да, по решению главы республики Арсения Сергеевича Николаева создана межведомственная комиссия по данным вопросам, да, и сложные вопросы мы уже рассматриваем на уровне межведомственной комиссии. Ну что ж, Алексей Иванович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Ну что ж, работа у вас только началась, работать только с июня, впереди, я думаю, еще много работы, поэтому желаю фонду процветания, развития, ну и, конечно же, решения самых сложных вопросов. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.